День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. В Стамбуле прошли первые за 3 года прямые переговоры России и Украины. Расскажем, о чем договорились стороны. В Емихонском районе введут аэропорт после реконструкции до конца 2025 года. А также планируется завершить реконструкцию аэропортов в Полярном и Алекминске. В Якутии чествовали героя России Дмитрия Куценко. Глава региона Айсан Николаев вручил ему сертификат на сумму в 1,5 миллиона рублей. Якутские предприниматели получат субсидию на развитие туристической инфраструктуры. В начале июня станут известны имена победителей конкурса грантов нацпроекта «Туризм и гостеприимство». На главной выставочной площадке страны ВДНХ открылся летний сезон мастер-классов по масс-рестлингу. Узнаем подробности. Первые за 3 года прямые российско-украинские переговоры, предложенные Владимиром Путиным, состоялись. За закрытыми дверями в Стамбуле делегации провели около 2 часов и достигли определенных договоренностей. Как их именно, знает Марина Захарова. В резиденции Далма-Бахче все как и в 2022-м. Между делегациями огромное расстояние. Рукопожатия при такой архитектуре зала просто исключены. Переговоры начались ровно в 12:30 по московскому времени в пятницу со вступительного слова главы турецкого МИД Хакана Фидана. Прямая готовность России и Украины к переговорам открыла новое окно возможностей. Стороны сами определят, какой из путей им выбрать. Мы обязаны рассмотреть эту возможность. Каждый день запоздания ведет к еще большим разрушениям. Российскую делегацию еще в среду утвердил президент России Владимир Путин. Ее возглавил лично помощник президента Владимир Мединский. После 2 часов переговоров он, в отличие от украинской стороны, вышел к журналистам. Результатами довольны, готовы продолжать. Вот главный тезис Мединского по состоявшемуся диалогу. Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению. Одним из ключевых итогов переговоров стала договоренность о масштабном взаимном обмене пленными. Уже в ближайшие дни стороны проведут его по схеме 1000 на 1000. Также стало известно, что украинская и российская стороны должны представить поэтапный план для будущего прекращения огня. После этого, по словам Мединского, будет целесообразно продолжать переговоры. Не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим. Вот так, цитируя Бисмарка и Наполеона, глава российской делегации подвел итоги прошедших переговоров. Многие эксперты уже назвали их победой России, тактической и символической. Теперь дело за новой встречей. Марина Захарова, Петр Васильев, Стамбул, Турция. Некоторые американские законодатели после переговоров России и Украины в Стамбуле активизировали призывы к ужесточению санкций в отношении Москвы. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters. Отмечу, законодатели в обеих палатах не называли даты возможного голосования по соответствующим законопроектам. Они предлагали, в частности, ввести импортные пошлины в 500% в отношении товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары. В свою очередь, президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что предпочел бы не вводить новые санкции против России. Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6% по сравнению с мартом. Цена дизельного топлива на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. При этом газомоторное топливо подешевело на 1%. Инфляция в России за апрель также составила 0,4%. В месячном выражении, как указано в материалах Росстата, в годовом выражении цена на бензин выросла на 2,33%. По дизелю данные не приводятся.
Депутаты Госдумы предлагают снизить налог на добавленную стоимость до 15%, а также обнулить НДС на базовые продукты питания. Иначе, по мнению парламентариев, все индексации пенсий и зарплат бюджетников и дальше будет съедать инфляция, а люди будут работать за еду. Также необходимо ограничить розничные наценки на основные продукты питания, чтобы они составляли не более 15% от отпускной цены производителя. Якутские же парламентарии признали проблему отсутствия инфраструктуры для электросамокатов. Председатель Постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров провел совещание по вопросам организации передвижения на электросамокатах и иных средствах индивидуальной мобильности. Основная проблема, обозначенная участниками совещания – отсутствие необходимых зон для безопасного передвижения пользователей. И было отмечено также, что число арендованных электросамокатов в столице республики превысило отметку в 1500 единиц. Однако пока специально оборудованные участки дорог и тротуаров для передвижения на дательном виде транспорта отсутствуют. Также не установлены и четкие правила ограничения скорости и специальных парковочных мест. Даны рекомендации города в лице департамента по транспорту о том, что все-таки необходимость включения в ту комиссию, которая сегодня дает разрешение на использование самоката в виде стоянок, в виде проездов и так далее, органы государственной автоинспекции, органы МЧС. Это, наверное, необходимость, это, наверное, уже нужно делать. И вроде бы с одной проблемой, проблема небольшая, но с другой стороны она затрагивает все слои населения, которые есть. Поэтому дальше комитет будет продолжать работу в виде законодательной уже инициативы. И мы постараемся сделать не только на уровне республики, но и внести свои предложения непосредственно в Государственную Думу Российской Федерации. Поэтапное завершение отопительного сезона стартует в Якутии с 21 мая. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона. На 21 мая запланировано отключение тепла в Татинском и Чурапчинском районах, на 22 мая в Усялданском районе, с 23 по 26 мая батареи начнут выключать в Якутске, Тампонском, Горном, Хангаласском, Вилюйском и Сунтарском районах. Амгинский, Мегино-Кангаласский, Сунтарский районы планируют завершить отопительный сезон 25 мая, ну а некоторые районы, включая Верхоянский, Алданский, Эвино-Бытантайский, Верхнеколымский и Кобяйский, запланировали окончание сезона на 31 мая. С 3 по 6 июня топить перестанут в Оленёкском и Среднеколымском районах. К слову сказать, этим летом жители Якутии ожидают очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С 1 июля они вырастут в среднем на 13%. Об этом сообщил председатель Госкомитета по ценовой политике региона Николай Бачков. Основными причинами ежегодного повышения стали удорожание топлива и рост расходов организаций. За последние 5 лет уголь и нефть подорожали в 2 раза, газ на 50%, а затраты на зарплаты выросли вообще на 75%. Самую большую долю расходов сегодня занимают затраты на топливо. Например, доставка угля в отдаленные районы Якутии иногда занимает 2 года, что увеличивает логистические издержки. Ну а между тем, благодаря сервису «Объединенный платежный документ» жители региона могут оплатить ЖКХ одним кликом. Какими еще преимуществами обладает сервис, расскажет Ржена Гармаева. Способов оплатить счета за коммуналку немало. Один из них – лично прийти в кассу за квитком. Причины, почему жители Якутии выбирают такой консервативный метод, бывают разные. Потому что здесь удобно, быстро, очень вежливо, очень аккуратно, удобный график работы. Мне удобнее здесь платить. Чек получить именно не онлайн-чек, а вот с печатью, можно сказать. Проблематично иногда бывает расчеты делать. Требует иногда вот именно что с синей печатью. Поэтому удобнее здесь платить, расплатиться. Старику туго идет сейчас, 80 лет. Поэтому сразу натурой, деньгами. Заодно ходишь и смотришь. Меж тем, современные технологии позволяют рассчитаться за услуги ЖКХ, не выходя из дома. Для якутян такую возможность предоставляет сервис «Объединенный платежный документ». На портале eyakutia.ru собраны больше 300 поставщиков, поэтому в одно нажатие можно погасить счета за воду, свет и газ. Но на этом преимущества сервиса не заканчиваются.
Вы можете передавать показания счетчиков прямо в сервисе ОПД, а также хранить их в архиве. Это избавляет от риска потерять данные. Можно оплачивать коммуналку по разным адресам без переключения между аккаунтами. Вы можете подать через обратную связь вопросы напрямую поставщикам услуг. Также ответ будет приходить без посредников от поставщика услуг. Ежемесячно услугами объединенного платежного документа пользуются около 4000 жителей Якутии. Какое мнение о сервисе сложилось у них? Пользуюсь уже 1,5 года, получается. Узнала осенью. Увидела видеоролик на уличном экране Центрального кинотеатра. Зашла, проверила, убедилась, что работает, и постоянно пользуюсь ОПД. Оценят удобство онлайн-платежей получателей субсидий. Все данные автоматически передаются через систему, без лишних хлопот и бумажной волокиты. Ржена Гармаева, Семен Семенов, Якутск. В Якутии скоро введут в эксплуатацию 9 новых домов для переселенцев из аварийного жилья. Это часть программы переселения, рассчитанной с 19 по 25 годы. На данный момент из запланированных 124 домов уже завершены 116, однако остаются недостроенными 7 объектов, начатых в 2022 году в таких населенных пунктах, как Нюрба и Чульман. В некоторых местах строительство приостановлено из-за проблем с застройщиками. Здесь география, скажем, проблемных домов, не введенных своевременно, она разная. И Заречье, и Крайний Север. Сегодня таковыми является это за 22 год 4 дома, за 24 год 8 домов. И мы, конечно, от правительства этот вопрос никогда не снимаем с себя ответственность. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Глава Якутии Айсан Николаев в ходе рабочей поездки посетил аэропорт поселка Уснера, 11-й аэропорт республики, реконструированный в соответствии с нацпроектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Подробности у наших коллег. Первым объектом, который осмотрел глава республики по прилету в Уснеру, стала взлетная полоса аэропорта, требующая реконструкции. Это по всей полосе, видите, пятаки все растут. Надо выход такой, менять грунт. Илдархан посетил семью участника СВО Григория Васильева, вернувшегося домой после операции. Очень обрадовался визиту 5-летний Ванечка, получивший в подарок от высокого гостя велосипед. Хочу поблагодарить Айсена Сергеевича за то, что он помогал и помогает в зоне специальной военной операции. И не только. Даже был сильно удивлен, когда сегодня на пороге увидел. Спасибо большое за подарки. Сын, жена очень счастливы. Жена все хотела аэрогриль. Сыну велосипед сильно прям понравился. Айсан Николаев и сопровождающие его лица побывали на строящемся по программе переселения из аварийного фонда жилом 50-квартирном доме. Строители уверены, что сдадут объект к сентябрю. Цветы к памятнику воинам Великой Отечественной, как дань памяти и уважения. Очень значимое для района совещание с недропользователями, ведущими свою деятельность на территории Аймеконья, сегодня провел глава республики. Обсуждались фактически основные вопросы развития района не только сегодняшний день, но и на будущее. Отрадно, что глава республики и перед руководителями добывающих компаний, которые работают на территории Аймекона, поставил фактически те же задачи, которые мы обсуждали с ними на предыдущих совещаниях. В первую очередь, это общая работа во благо развития Аймеконского улуса, активное участие в социально-экономических проектах, особенно сегодня. Новая администрация района
глава района Александр Савельевич, конечно, хорошую, правильную работу провели за последние месяцы. И сейчас уже видно желание, не просто вот как бы там силой, да, вот уже желание золотодобывающей компании участвовать в этих проектах, социальных проектах, проектах благоустройства, улучшения жизни для того, чтобы вот как раз те люди, которые здесь живут, получали в том числе и такую поддержку со стороны этих компаний. Я это поддерживаю, мы соответствующую работу будем и дальше проводить. Глава республики увидел стремление местной власти к развитию и переменам к лучшему. И это радует. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Оперативный штаб республики продолжает свою работу по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников СВО из Якутии. Не прекращается сбор адресных посылок, в том числе машин, пожертвованных организациями населением региона. Также завершается передача военнослужащим продуктовых подарочных наборов из местной продукции к годовщине Великой Отечественной. На данный момент в связи с закрытием ледовой переправы перевозка грузов временно приостановлена. Также планируется гуманитарная акция «Юбилейный маршрут добра» с участием региональной транспортной компании «АЯМ» совместно с Северо-Восточным фондом поддержки «Донбасс», Республиканским волонтерским корпусом «Мы вместе», региональным отделением партии «Единая Россия» и другими общественными движениями. И данная помощь будет направлена в город Курск для гражданского населения. На этой неделе в Якутске чествовали Героя России Дмитрия Куценко. Также герой посетил кадетский корпус, среднюю школу и тренировочный центр отряда «Ботур». Подробности у Александра Хавренко. Несколько дней отпуска у Героя России Дмитрия Куценко расписаны буквально по минутам. Еще вчера он был в родном Алекминске, где встречался с учениками родной второй школы, общался с земляками, а уже сегодня героя чествовали в Якутске. Глава республики поблагодарил Дмитрия Куценко за службу Родине, а в зале республики собрались его родные и близкие. Сегодня на торжественном чествовании тоже присутствуют его близкие, родные. Это бабушка присутствует здесь, тети, дядя присутствуют. Пришли сегодня чествовать классный руководитель, который преподавала в городе Алекминске во второй школе. Она тоже принимает участие. Одноклассники сегодня здесь в зале республики принимают участие. Дмитрий Куценко – яркий пример упорства при достижении поставленных целей. Подписав контракт с вооруженными силами России, Дмитрий на сегодняшний день дослужился до звания подполковника и командира батальона. Офицер с удовольствием принял предложение посетить кадетский корпус и среднюю школу в Мархе, чтобы своим примером вдохновить кадетов на службу в вооруженных силах, а школьникам показать пример отваги и мужества. Отношение продолжать дальше идти по военному делу. Я очень сильно горд, тоже с моего маленького города есть также герой. Также Дмитрий Куценко посетил тренировочную базу добровольческого отряда «Ботур», где встретился с бойцами, которым вскоре предстоит отправиться на специальную военную операцию. В знак уважения от имени руководства отряда герою вручили нагрудный знак «Ботур». И каждый день, допустим, к нам в гости приходят герои России. Именно парни имеют возможность сфотографироваться с ним, задать личные вопросы какие-то, именно их интересующиеся. Потому что вот, через некоторый небольшой промежуток они попадут уже на зону СВО. И там уже за лентой вспоминать эти моменты. Сам герой пока только привыкает к всеобщему вниманию, к объективам камер и фотоаппаратов. И признается, что если бы в начале его военной карьеры к ним в подразделение пришел Герой России, это бы еще больше замотивировало его на службу в вооруженных силах. Дал какие-то свои напутственные слова, советы, пообщались. В принципе, ребята все готовы. Поделился номером телефона, всегда готов помочь. Если будут какие-то вопросы, будут обращаться. Дмитрий Куценко был удостоен звания Героя России еще в 2024 году. Но так как его подразделение принимает участие в боях на самых ответственных участках фронта, вернуться в родную республику смог только сейчас. Дмитрий уверен, что даже несколько дней на якутской земле дадут ему дополнительные силы и энергию для борьбы с врагом и приближению нашей общей победы. Александр Хавренко, Станислав Потапов, Якутск.
Для тушения пожаров в Якутию прибыл самолет-зондировщик Росгидромета. Он будет вызывать на территории региона искусственные осадки, которые сейчас необходимы ввиду сухой погоды. Подробнее об оснащении и планах работы самолета-зондировщика расскажет Тимур Колмогоров. Самолет-зондировщик Як-40 «Метео» уже 3-й год подряд задействует в борьбе с природными пожарами в условиях засушливой погоды в республике. Ранее технология искусственного вызывания осадков в Якутии была применена в качестве эксперимента впервые в 2022 году. Эксперимент на борьбу с природными пожарами методом предварительного превентивного увлажнения этих территорий. За эти 3 года мы получили на очень хорошем уровне значимости результат. О чем я говорю? Что именно за эти 3 года практически на территории эксперимента пожаров не наблюдалось. По сравнению с теми, аномально высокими годами, какие были 2021 год. Данный самолет-зондировщик оборудован специальным устройством, в котором находится смесь. Именно этой смесью вызывают дожди. Ее частицы, они собирают всю влагу в облаках, превращая их в дождевые. Тем самым и происходит дождь в определенных территориях. В качестве смеси используется йодистое серебро. Его распыляют над облаками на высоте около 5 километров. Создание таких искусственных дождей значительно сокращает количество пожаров, которых с начала текущего пожароопасного сезона уже зарегистрировано более 200. По прогнозам Якутского управления гидрометслужбы, в ряде районов Центральной Якутии уже 3-й класс пожароопасности. И данное это воздушное судно, оно задачей работает по увлажнению именно территории в интересах сельского хозяйства, а также понижению класса пожароопасности. То есть перед нами это поставлена задача о предупреждении всех природных пожаров. Кроме Як-40, на территории Якутии будет работать собственный зондировщик Ан-26 «Атмосфера», переоборудованный по поручению главы республики в 2023 году. Самолеты будут работать по мере оказания ресурсных облаков. Это уже, как говорится, здесь профессионалы знают, где будут работать. Сегодня, в ближайшие дни будут работать по заречным группе района. По контракту со службой спасения республики самолет выполнит более 50 летных часов. Оба зондировщика примутся за работу уже в ближайшие дни. Тимур Колмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. После прохождения ледохода на реке Лени между Якутском и поселком Нижний Бестях будут ходить более 10 паромов. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Примерно 23-25 мая флот будет выводиться поэтапно. В пиковый период будут работать 14 паромов, в том числе 10 судов парома Якутии и 4 судна Ассоциации АЯ. В эти дни паромная переправа уже работает на реке Амге и в районе села Бетюнцы. В ближайшее время, с учетом открытия судоходной обстановки, планируется начало работы переправ на реках Вилю и Алдан. На прошедшем в Государственном собрании ЛТУМН заседании, посвященном вопросам организации и доставки жизненно важных грузов в арктические районы, было установлено, что ключевой проблемой остаются перебои с поставками угля в отдельные районы республики. По мнению депутатов, причина данной ситуации кроется в недостаточности выделяемых финансовых ресурсов на транспортировку критически значимых товаров в северные районы. Что касаемо предоставления субсидированных и фиксированных тарифов на авиаперевозки населения, депутаты выразили обеспокоенность тем, что компании не проявили должной активности в получении субсидий от Росавиации. Раньше система была другая, но сейчас с изменением законодательства она поменялась. И весь вопрос стал, пока еще не поздно, все-таки давайте мы определим ту часть, чтобы это занималась не только авиакомпания Якутия, но и непосредственно и республика в целом, начиная от Министерства труда и социальной защиты и Министерства транспорта. Мало того, чтобы все-таки авиакомпания Якутия отчитывалась по данным вопросам. И в протоколе будет указано на том, что все-таки внести этот вопрос на рассмотрение комитета. Воду в Якутске можно пить прямо из-под крана. По крайней мере, так утверждают специалисты водоканала. С начала паводка в квартирах жителей столицы региона традиционно потекла желтая вода с неприятным запахом. На каком этапе она приобретает разные оттенки и запахи, выясняла моя коллега Саргалана Неустроева. И уже так очищается вода. Очистка воды проходит.
На руках у лаборанта образцы до-после. Та, что желтее, исходный материал. Проще говоря, вода из реки. А вот прозрачная она становится уже после очистки предприятия. В норме вода из-под крана должна выглядеть именно так. Прозрачная, без едкого запаха и каких-либо примесей. Такую воду, как утверждают сотрудники предприятия, можно пить прямо из-под крана, без дополнительной термической обработки. Мы проверили, никаких побочных явлений от потребления такой воды не случилось. По словам самих специалистов, она соответствует всем санитарным нормам. Очистку проточная вода проходит в несколько этапов. Один из них – всем известное хлорирование. Запах при этом вполне себе может присутствовать на выходе, но по нему определять, насколько токсична вода, нельзя. Все зависит от вашей управляющей компании, насколько она планово проводит промывки. По идее, должны быть промывки систем водоснабжения, как и отопления. Водоканал эти промывки регулярно производит. Все акты промывок и обеззараживания, в том числе сетей, мы справки все предоставляем в Роспотребнадзор. Мы за свои сети отвечаем. Если ваша управляющая компания также делает, то я думаю, проблем никаких нет, спокойно можно пить. В общем, если до вашей квартиры дошла пахучая вода, то проблема во внутриквартальных или внутридомовых сетях снабжения, резюмируют технологи. Но даже они признают, что случаи, когда вода после очистки не соответствовала нормам, у них были. Правда, до 2018 года. В целом, как человек, который отработал уже здесь давно, у нас такого не было. После того, как у нас водозаборные станции с 2018 года. Да. Тогда были введены новые водоочистные сооружения предприятия. В прошлом году новая лаборатория, которая позволила ужесточить контроль качества очистки. Наша лаборатория аккредитована в национальной системе аккредитованных лиц, и контроль качества воды у нас проводится по 80 показателям. В случаях, если из вашего крана потекла вода, которая, на ваш взгляд, не соответствует нормам, лучше сразу обращаться в Роспотребнадзор. И не забудьте сохранить образец проточной воды для его анализа. Саргалана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Ежегодно в медицинском институте Северо-Восточного федерального университета обучается более 2500 специалистов в сфере здравоохранения. Подготовка ведется по 6 образовательным программам. Как проходит обучение и когда ждать новое здание мединститута, выясняла Вероника Таирская. Якутия в лидерах по обеспеченности врачами на 10 тысяч человек. В республике этот показатель достигает отметки в 53,38. Заслуга в том числе и Северо-Восточного федерального университета, который готовит специалистов всех уровней в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Поступил после школы, я сюда целенаправленно. Медицина мне показалась очень, стабильной. И решил все-таки сюда поступать. Я хочу поработать терапевтом в поликлинике, какое-то время получить опыт, а потом я, даже не знаю, стать узкоспециализированным, например, кардиологом или ортопедом, или куда-то более высоко, но это посмотрим. На сегодняшний день в системе здравоохранения работает более 5000 врачей, свыше 11 тысяч средних и порядка 3500 младших медицинских работников. Укомплектованность врачами составляет 78,5%, средним медперсоналом 92%, младшим 95,1%. При этом в отдаленных населенных пунктах этот процент ниже из-за привлечения специалистов в республиканские и центральные районные больницы. В этом году произошло повышение контрольных цифр приема на медицинские специальности. Однако большинство мест, которые выделяются на обучение, они подпадают под целевую контрактную подготовку. В связи с тем, что нехватка медицинских кадров
как в России, так и в нашей республике, она ощущается достаточно остро. Старое здание, где раньше учились студенты-медики, пришло в негодность. Согласно заключению специалистов, корпус просто повело, что и сделало невозможным его дальнейшую эксплуатацию. Работа по строительству нового учебного корпуса медицинского института идет уже давно, практически без малого 20 лет. За это время менялись и проекты, и проектанты. Менялись наше видение, менялись требования времени. В рамках мастер-плана Якутска, утвержденного президентом России Владимиром Путиным, планируется возведение нового учебно-лабораторного корпуса медицинского института СВФУ, в котором будут обучаться студенты специалитета и ординатуры. В данный момент ведется проектно-сметная документация. В новом здании предусмотрены практически все необходимые помещения, в том числе виварий, как вы сказали, наш анатомический корпус вместе с музеем, очень популярным среди населения школьников. Ну, конечно, и все лаборатории, которые будут помогать нам в учебе. В Якутии медицинские кадры готовят в Алданском, Нерюнгринском и Якутском медколледжах, Шатайском техникуме, а также в мединституте СВФУ. Студенты последнего, к слову, в будущем обзаведутся новым домом. Вероника Тырска, Виктор Дьячковский, Якутск. Быстро доставить пациента из села в медицинский центр во время распутицы зачастую можно только по воздуху. Санавиация каждый день отправляется в отдаленный район Якутии. Очередной такой вызов поступил в Тампонский и Усть-Алданский районы. Вместе с бригадой медиков на вызовы отправилась и Даяна Федорова. Предполетный досмотр, проверка оборудования, и можно отправляться в путь. В этот раз заявка поступила из поселка Джибарики-Хая Тампонского района. У 61-летней якутянки подозрение на второй инсульт. Врачи поселка до прилета бригады оказали помощь как могли и оперативно направили заявку на транспортировку. Много капельниц поставили. Сейчас не проедешь. Да, вертолетом. После нормализации состояния жительницу поселка транспортируют в районный центр. Путь на машине из Джибарики-Хая до Хандыги занял бы почти 3 часа, но медлить нельзя. Каждая потерянная минута может стоить человеку жизни. Пациенту с подобным диагнозом лечение нужно начинать как можно скорее. Полеты в основном выполняются на вертолете, где есть все необходимое. Кислород, аппарат искусственной вентиляции легких, а также кардиомонитор. Другими словами, все для оказания медицинской помощи в полевых условиях, даже самым тяжелым пациентам. Спустя 10 минут полета в Хандыге медики скорой помощи уже готовы принять и передать другого пациента, которого нужно доставить в Якутск. Инфаркты, травмы при ДТП, сложные роды. Санавиация приходит на помощь в экстренных случаях. В бригаде специалистов сегодня фельдшер и врач-анестезиолог-реаниматолог Василий Заровняев. В профессии уже больше 10 лет. Работа нравится тем, что видят качество выполняемой работы, вылеченные, пролеченные пациенты. Это успех. В полете поступает еще одна заявка из Усть-Алданского района села Барагонцы. Бригада реагирует на вызов. После проверки жизненно важных показателей беременной пациентки вертолет берет курс на Якутск. Спустя почти 6 часов вертолет вновь приземляется на посадочную площадку. И уже карета Центра медицины катастроф с мигалками едет в РБ-2. В настоящее время в штате Центра медицины катастроф более 100 сотрудников, среди которых фельдшер выездной бригады Егор Беленков. С детства мечтал стать пилотом сначала. Всегда играл во дворе и смотрел, как вертолет прилетает на задание. Вот смотрю, уже хотелось на вертолете летать. И потом свою жизнь связал с медициной. Беременную пациентку Валентину Лыткину бригада отвозит в перинатальный центр. Я сейчас в 36-м неделе. Сегодня я обратилась из-за тонуса. Каждый вылет – это шанс на жизнь. В течение года количество подобных рейсов может достигать 2600, что соответствует примерно 3000 пациентам. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск.
В нерюнгринских семьях пополнения в рамках празднования Международного дня семьи. В столице Южной Якутии прошла торжественная выписка новорожденных. Для семей, чьих малышей выписали в международный праздник, приготовили памятные подарки и сертификаты. Подробности у наших коллег. Волнующее ожидание, тишина и взгляды на дверь с долгожданной табличкой «Выписка». Отцы, приглашенные на торжественную встречу, берут на руки уже не первенцев в своих семьях, а вторых и третьих детей. Сегодня выписывают 3 новорожденных, 2 девочек и 1 мальчика. На сегодняшнюю дату у нас родилось 194 ребенка, 88 мальчиков и 107 девочек. Мы считаем, это хороший знак. Рождение девочек – это всегда к миру, к счастью. Поднять ребенка, вырастить его, дать образование – это всегда сложно. И поэтому мы считаем, что такие семьи достойны уважения. Вот. И мы всегда любим детей, которые рождаются у нас. Мы знаем, что они будут самыми лучшими, добрыми, умными. Вот. И поэтому с удовольствием рожаем детей, с удовольствием выписываем и с удовольствием будем принимать дальше. Долгожданная встреча с родными и близкими, искренние поздравления, цветы и подарки. Кроме того, родителям выдали первые в жизни их малышей документы, свидетельства о рождении. Семья – ячейка общества наша. Все, что у нас есть, как бы. Ничего больше нам и не надо. Семья, дети, счастье, любовь, здоровье. И акушерочки, и санитарочки, и врачи. Потрясающий персонал. И роды хорошо прошли, дай бог здоровья всем. Спасибо большое врачам и акушерам, гинекологам. Присутствующие гости торжественной выписки поздравили счастливые семьи и даже все вместе спели акапелла. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Екатерина Павлова, Александра Цыбикова, Нерюнгри. В алмазной столице прошли профориентационные встречи, на которых местные предприниматели познакомили школьников с различными профессиями и возможностями для будущей карьеры. Мероприятия были организованы с целью помочь молодежи лучше понять рынок труда и выбрать подходящее направление для дальнейшего обучения и профессионального роста. На встречах предприниматели делились своим опытом, рассказывая о тонкостях ведения бизнеса, необходимых навыках и качествах, которые ценятся в современных условиях. Я рассказала о своем пути предпринимательства. Детям было очень интересно, как начинать бизнес с нуля. Несмотря на свой юный возраст, школьники задавали очень серьезные вопросы. Например, помогли ли школьные знания в построении бизнеса, какие трудности были, как избежать выгорания, как работать с хейтом и многие другие. Я считаю, что такие профориентационные встречи нужны старшеклассникам в определении своего выбора в будущем. Якутские предприниматели получат субсидию на развитие туристической инфраструктуры. В начале июня станут известны имена победителей конкурса грантов нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. При этом общая сумма субсидий может составить 402 миллиона рублей. Подробности в материале Срыглана Неустроевой. С каждым годом в Якутии открывается все больше различных турбаз, домиков отдыха или комплексов для отдыха на природе. Но не каждый предприниматель способен самостоятельно вывести свой проект на достойный уровень. В этом им как раз и помогают субсидии национального проекта. А также у нас проект включает в себя строительство глэмпингов, модульных домов. У нас выделялось, получается, у нас прошел уже региональный этап, сейчас идет федеральный этап, на который у нас предоставлено 40 заявок. Это сумма примерно 400 миллионов рублей. Надеемся, что нам ее одобрят. В рамках этого конкурса база отдыха Пончо Кэмп неподалеку от Якутска в прошлом году расширилась до 15 домов. 9 из них построены за счет гранта. При этом представители базы отдыха никаких надежд на субсидию не питали. Выиграли неожиданно для себя. Но вообще, получается, мы не планировали настолько увеличиваться, но благодаря нацпроекту, конечно же, это было очень колоссальное вливание в нашу базу отдыха. Конечно же, мы очень рады, то, что наша база развивается на сегодняшний день. 15 гостевых домов, наверное, пока что в республике еще нет такого туристического комплекса. Да? Своим клиентам турбаза предлагает не просто отдых, отмечает Наталья. Их цель – это качественное обслуживание клиентов, их приятные эмоции и воспоминания. Не зря символом предприятия стала пончо – уютная и теплая. И вот недавно мы получили такую вот премию «Золотой Меркурий» среди лучших малых предприятий в сфере туризма. В этом году мы планируем развить инфраструктуру
да, для того, чтобы человек не просто приезжал в гостевой домик отдохнуть, да, а также мог погулять по лесу, например. Да. Отметим, что в прошлом году субсидии на строительство домов получили только 24 предпринимателя. Еще 40 выиграли грантовый конкурс на развитие туристической инфраструктуры. Как отмечают в региональном ведомстве, возможно, уже в скором времени результаты реализации национального проекта увеличат турпоток в регионе. Саргалана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Более 1 миллиона рублей получил Музей фольклора и музыки народов Якутии по нацпроекту «Семья». Как изменилась экспозиция и какие еще объекты культуры преобразит нацпроект, расскажет Эржена Гармаева. Фонд музея пополнился новым оборудованием. От примитивных стеллажей и манекенов до конференц-связи для телемостов. Особенно тут рады интерактивной панели, давней и заветной мечте сотрудников. Наши посетители, когда приходят, слушают не только экскурсовода, смотрят не только на экспонаты, но и получают еще дополнительную информацию. И так как наш музей, конечно, является кинематографическим музеем, для нас такие панели, экраны очень были важны, чтобы показать нашим посетителям очень много информации. Те, которые у нас в фондах хранятся. Оснащение приобрели благодаря национальному проекту «Семья». По направлению семейные ценности и инфраструктура культуры для модернизации объектов Якутии предусмотрено более 179 миллионов рублей. Не обошли стороной и районы. У нас будет продолжено еще оснащение детских школ искусств по республике, так, которое было и в рамках национального проекта «Культура». И мы это очень рады, что в этом году при поддержке федерального бюджета Абыйская, детская школа искусств Ленске, Мирном, Чурапче, Блунях, Хангаласском, Усалданском районах будет оснащение оборудованием. Это и пианино, и экраны, и литература будет. По нацпроекту в республике также будет проведен капитальный ремонт 4 учреждений культуры, появятся 3 новых модельных библиотеки. Эржена Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Вопросы летнего отдыха и оздоровления детей обсудили на открытом родительском собрании. Ключевыми вопросами стали возможные способы подачи заявок и формирования заявления на портале госуслуг. Напомню, запись в летние лагеря для детей участников СВО началась с 15 мая. В целом на территории Якутии организуют отдых для 5529 детей участников СВО. Из них 560 детей проведут сменные в лагерях Приморского края, а 200 детей смогут отдохнуть в государственных лагерях, таких как энергетика, Кескил и Сосновый Бор. Каждый регион должен нести свой региональный модуль, который будет как раз-таки воспитывать ребенка, гражданина-патриота. И туда мы можем внести свои этнокультурные направления. В этом отношении 12 модулей, которые стартовали еще с 1 апреля, они уже всеми разработаны. Обязательно проходят проверку на федеральном уровне. И, конечно же, в рекомендательном характере дается то основание, на котором нужно что-то, чтобы внести изменения или что-то изменить, скажем, да. Обязательно должна быть часовая нагрузка, обязательно должна быть дополнительная общеобразующая программа для того, чтобы ребенок мог получить ту или иную компетенцию. 44 года на базе 4-й школы города Ленска работает музей боевой славы «Молодая гвардия». На протяжении всех этих лет он является центром гражданско-патриотического воспитания учащихся. Работниками музея все время ведется поисковая работа, стенды регулярно пополняются новыми экспонатами, ведутся экскурсии не только для учеников, но и для других учреждений. Подробности у наших коллег. Музей «Молодая гвардия» был создан в 1981 году в память о подвиге подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», боровшейся во время Великой Отечественной войны за освобождение территории Донбасса от фашистских захватчиков.
Он был создан на базе материала, который собрала еще раньше, в 70-е годы, пионерская организация нашей школы, потому что пионерская дружина нашей школы носила имя «Молодая гвардия». И все отряды у нас боролись за право называться героем молодогвардейцами. И в 70-е годы пионер-вожатые с учениками ездили в город Краснодон. Ну и встречались там еще с очевидцами этих событий, с родителями, были в домах, где жили молодогвардейцы, в школе, где они жили, в музеях. И, собрав определенный материал, вот в 1981 году открыли музей. В 2001 году во время наводнения музей был затоплен. К 2006 его восстановили и начали пополнять новыми экспонатами. Сегодня сотрудники музея сотрудничают с музеем Краснодона, держат связь с родственником Сергея Тюленина, который с удовольствием делится фотографиями, видеофильмами и другими различными материалами. В музее экспонируются портреты молодогвардейцев, подлинные фотографии поездки пионеров в Краснодон в 70-е годы, также экспонаты времен Великой Отечественной войны. На этом стенде у нас представлены экспозиции с поля боя именно. Это тут офицерский планшет и фляжка, в том числе и портсигар, куда, получается, закручивали сигареты, самокрутки. На стенде рядом размещены книги с личными подписями родителей молодогвардейцев. Они являются самыми ценными экспонатами. Наши ребята ездили в 70-е годы в сами Ровеньки, где встречались с родителями молодогвардейцев. И одни из этих родителей подарили нам эту книжку. Мама Ивана Земнухова. В музее всегда многолюдно, часто проводятся экскурсии. Проводят их ученики старших классов. Они знают историю молодогвардейцев лучше всех. Каждый раз, рассказывая, переживают, представляя страшные события прошлых лет. С ними творились такие ужасы. Например, вырывали ногти. Если они не рассказывали ничего, их живыми закапывали. На данный момент сотрудники музея выиграли грантовый конкурс, который проводила Иркутская нефтяная компания. Благодаря выделенным средствам был приобретен телевизор Smart TV, моноблок и новая мебель. Обновленный музей будет открыт осенью этого года. На торжество руководитель музея планирует пригласить родственника Сергея Тюленина Юрия Галкина. Любовь Ивановна надеется, что эту задумку удастся реализовать. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. На главной выставочной площадке страны ВДНХ открылся летний сезон мастер-классов по масс-рестлингу. Для любителей и поклонников этого вида единоборств, родиной которого является Якутия, каждые 2 недели будут проводиться открытые тренировки в ландшафтном парке у павильона 574. Прийти на занятия сможет любой желающий. И в этот же день состоялись и подписание соглашения о сотрудничестве между ВДНХ и Федерацией масс-рестлинга Москвы. Открытый городской турнир «Вперед за победу». Абсолютным победителем первенства стал Константин Курдюков. Серебро и бронзу завоевали Владимир Мироненко и Дмитрий Чернов. Соревнования по масс-рестлингу, посвященные 80-летию Великой Победы, открывают летний спортивный сезон на территории ВДНХ. Уже в июле здесь пройдет фестиваль национальных видов спорта, а в сентябре Кубок Москвы по масс-рестлингу. Мы сегодня подписали соглашение с отделом спорта ВДНХ о том, что мы все лето до конца, до сентября, до 11 числа, каждые 2 недели у павильона 547, зона отдыха возле прудов, каждую субботу с 12 до 14:00 будет проходить мастер-классы, которые будет вести тренер, наш тренер Московской Федерации, мастер спорта России Амаль Сафаров. В Кувейте прошла 45-я Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии под лозунгом «Одна Азия». Мероприятие объединило руководителей национальных олимпийских комитетов 45 стран, а также деятелей мирового спорта. В работе приняли участие и президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов. В течение 2 дней участники обсуждали ключевые вопросы развития олимпийского движения в Азии. Особое внимание уделили поддержке молодых спортсменов и развитию детского спорта в азиатском регионе. Участие делегации комитета в ассамблее подчеркнуло важность проектов Международного комитета «Дети Азии» в развитии спортивного потенциала молодежи и укреплении международных спортивных связей. Также в штаб-квартире Олимпийского совета Азии успешно прошла образовательная программа «Путь к Олимпу», в которой приняли участие юные спортсмены Кувейта. Как отметил Владимир Максимов, проект «Путь к Олимпу» – это не просто образовательная программа, а важный шаг в формировании будущего спорта. В ходе проекта прошла также и работа 3 блоков – олимпийский урок, чистый спорт и спортивная психология. Помимо этого состоялся и мастер-класс по дзюдо, который провел известный спортсмен, выпускник игр «Дети Азии», чемпион мира по дзюдо Максим Раков. Мероприятие собрало юных любителей единоборств, чтобы познакомиться с техникой и философией дзюдо от чемпиона.
Таким увидели уходящую неделю наши корреспонденты. Ну а мы продолжим наблюдать за событиями в республике, стране и мире. До встречи.